Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме возведения нового жилья в республике ежегодно увеличивается. В прошлом году она составила 228 тысяч квадратных метров. Все чаще семьи при выборе купить квартиру или построить частный дом отдают предпочтение последнему. Индивидуальное жилищное строительство имеет большой потенциал роста. При этом мы отчетливо осознаем, что существуют факторы, которые сдерживают развитие ИЖС. О перспективах развития индивидуального жилищного строительства и чем можно помочь многодетным семьям при строительстве дома, а также какие меры поддержки для них сегодня существуют, мы поговорим с заместителем министра строительства республики Евгением Афанасьевым. Евгений Егорович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Сколько в этом году, про прошлый год 228 тысяч квадратных метров, сколько в этом году планируется ввести жилья по программе индивидуального жилищного строительства? У нас в этом году план ввода жилья в общем составляет 570 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в том числе 250 тысяч квадратных метров индивидуального жилищного строительства в общем по республике. Из них основная доля, конечно, приходится это на город Якутск, порядка 80 тысяч квадратных метров жилья, и в центральных районах республики. В том числе и довольно-таки большие объемы у нас запланированы на Вилюйскую группу районов Нирбас, Унтар, Мирный, Верхневилюйск. Не секрет, что строительство частного дома – это удовольствие не из дешевых. Скажите, пожалуйста, что сдерживает развитие данной сферы в нашей республике? Развитие данного направления в основном у нас сдерживается недоразвитая инженерная инфраструктура. Кроме того, у нас имеются определенные ограничения в части зоны потопления, затопления, 7-я подзона, аэропортовая подзона, с которыми мы сейчас проводим работу. И, соответственно, это необходимо внести в федеральные нормативы, что потребует довольно-таки много времени для решения. Ну и в том числе нередки ситуации, когда люди вроде бы как и участок получили, но к нему ни подъехать, ни воды, ни электричества, ни тем более газа, никакой инфраструктуры нет. Есть ли какие-то инфраструктурные проекты по поддержке таких желающих, именно, может быть, даже для многодетных семей особенно? Указом главы республики в 2019 году у нас утверждена государственная программа обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Согласно этой программе мы ежегодно предоставляем органам местного самоуправления на обеспечение инженерной инфраструктуры кварталов, которые предоставлены многодетным семьям. В том числе у нас на сегодняшний год предусмотрено 139 миллионов за счет средств регионального бюджета и 8 миллионов за счет муниципальных бюджетов. Конкурсный отбор прошли 6 муниципальных районов на обеспечение инженерной инфраструктуры более 600 земельных участков. В том числе 126 участков будут обеспечены именно газификацией. Это у нас в Верхневилюйском районе и в Мегноканганском районе в поселке Нижний Вестях. Как вы считаете, все-таки развитие ипотечного кредитования на покупку и строительство индивидуальных домов у нас в регионе достаточно ли или есть еще куда двигаться в этом направлении? Ну, хотелось бы отметить то, что у нас на сегодняшний день имеют 3 программных продукта ипотечного кредитования. Первое – это семейная ипотека с государственной поддержкой. Там довольно-таки неплохие условия, нет ограничений по возрасту. Именно предоставляется при рождении второго ребенка с 2018 года. Процентная ставка именно для регионов Дальнего Востока, то есть и для нашей республики, составляет 5%. Второе направление – это у нас сельская ипотека. Региональным оператором по нашему городу Якутску и по республике является Россельхозбанк, предоставляет по 2% на 25 лет, максимально до 5 миллионов рублей. На указанные средства можно будет приобретать и земельный участок, и на нем построить индивидуальное жилищное строительство. И третий продукт, довольно-таки известный, дальневосточная ипотека, она в основном направлена для молодых семей. На сегодняшний день довольно-таки много людей уже используют данное мероприятие. Если взять по Дальнему Востоку, то республика занимает именно на строительство индивидуального жилищного строительства одобрено 614 ипотечных кредитов именно по нашей республике. Это больше 50% и всего Дальнего Востока. То есть, в принципе, если сильно очень захотеть, то при желании найти, скажем так, приемлемый продукт можно. Да. В большинстве случаев строительство индивидуальных жилых домов, подведение к ним инфраструктуры производится за счет собственных средств, а зачастую даже и своими силами люди строятся. И приводит
такая ситуация к разнородности застройки. Нет ли у ведомства планов по реализации типовых проектов при строительстве индивидуальных жилых домов? Да, в данный момент совместно лесопромышленная компания «Алмаз» и совместно с проектной организацией «Форма» разрабатывается проектно-сметная документация одноэтажного деревянного дома, канадская фирма, канадского дизайна. И по результатам прохождения государственной экспертизы и получения положительных заключений, согласования со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, в будущем планируется применение его в качестве типового проекта именно для реализации вот этих социальных проектов. Давайте поговорим о индустриальном домостроении. Какие здесь есть преимущества? Вот при индустриальном домостроении оно у нас будет положительно сказываться именно на ввод жилья, на скорости обеспечения жильем семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Оно подразумевает, если у нас будет типовой проект, он даст возможность быстрее оценивать банкам и выдавать кредиты. И потребуется намного меньше времени для согласования с подрядной организацией, заемщиком и банком-кредитором. Давайте сделаем акцент на многодетных семьях. Расскажите, какие существуют меры государственной поддержки для таких семей в планах индивидуального жилищного строительства, федеральные и региональные программы, какие действуют в настоящее время? Ну, в рамках нашей государственной программы обеспечения качественным жильем предоставляется именно многодетным семьям по двум мероприятиям. Первое – это именно для семей, имеющих 5 и более детей. Второе – это именно той части категории семей, у которых имеется 10 и более детей, не достигших 18-летнего возраста. На сегодняшний день у нас в очереди состоят всего по республике 1800 семей, которые имеют потребность в улучшении жилищных условий. Из них мы на сегодняшний день на предусмотрен 200 миллионов рублей планируется обеспечить свыше 50 семей, и 4 семьи за счет резервного фонда республики должны обеспечить по семьям, которые имеют 10 и более детей. Давайте поговорим о жилищной субсидии, как многодетной семье ей можно воспользоваться и какой средний размер выдаваемый. Вот данная жилищная субсидия, выплата может направляться именно на приобретение жилья, на приобретение квартиры или же на строительство индивидуального жилого дома. Размер субсидии зависит от состава семьи, от нормы стоимости одного квадратного жилья, и оно занимает для одной семьи от 2 миллионов до 5 миллионов, что существенно помогает именно многодетным семьям. В том числе и на нашем телеканале мы уже озвучивали проблемы квартала Северный. Расскажите, пожалуйста, какие там проведены работы, что еще предстоит выполнить в ближайшее время? В данном квартале распределены именно земельные участки многодетным семьям. Распределено на сегодняшний день свыше 1400 земельных участков. Проведена работа по газификации, из них по ранее запланированной проектно-сметной документации охватили свыше 1300 земельных участков, проведены работы на 29 километрах. На сегодняшний день до 15 июня проводится работа по пусконаладке, и разрешение ввод в эксплуатацию планируется в 3-м квартале. После уже будут готовы подключать частные индивидуальные дома. Все-таки вот эта очередь на предоставление земельных участков многодетным семьям продолжает существовать. Здесь очень такой большой главный вопрос – это проблема нехватки земельных участков. Как-то этот вопрос будет в ближайшее время решаться или нет? Какие-то земли, может быть, будут переведены из одного вида использования в другое, чтобы как-то побыстрее этот вопрос решался? Но в основном у нас довольно-таки большая очередность это по городу Якутску, сами понимаете, и нам нужно будет совместно с городским округом города Якутск провести работу по переводу земельных участков, которые с других назначений именно на жилые. Соответственно, передавать вот эти земельные участки, распределять и обеспечивать инженерную инфраструктуру. Мы будем проводить работу по увеличению финансирования для того, чтобы ликвидировать очередность, которая у нас на сегодняшний день имеется. Ну, самое главное, что эта работа все-таки будет проведена. Да. Евгений Егорович, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. О развитии индивидуального жилищного строительства в регионе мы разговаривали с заместителем министра строительства республики Евгением Афанасьевым. Берегите себя, не забывайте носить маски и обязательно соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.